يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. И у нас с вами следующая встреча, следующий урок по изучению фикха, это наука, которая нам необходима каждый день, ибо мы каждый день совершаем богослужение, каждый день совершаем поклонение. И особенно у нас очень актуальная тема, которую мы с вами рассматриваем. Это было до этого была большая тема по поводу очищения. Вот большая тема, еще большая тема, это тема намаз. И альхамдулилля, мы с вами достаточно много уже прошли. И у нас последнее, на чем мы с вами остановились, это восполнение пропущенных намазов. И сказали о том, что восполнение пропущенных намазов является чем? Является фардом. Но об этом сейчас продолжим. То есть восполнение пропущенных обязательных намазов является фардом, является обязательным. Что касается витров, то же самое. То есть восполнение пропущенных витр намазов, несовершенных витр намазов является ваджибом. Здесь не восполняется что? Не восполняются пропущенные праздничные намазы. И также не восполняется салятуль джаназе, заупокойная молитва. Об этом мы с вами понемногу уже говорили. У нас следующий учебный вопрос. Допустим, человек лишился рассудка. Или же человек потерял сознание на долгое время. Находился в коме, например. Либо же человек просто был в состоянии, но был очень обессилен. То есть не был в состоянии хотя бы какими-то движениями совершить намаз. Об этом как раз поговорим. Значит, первый момент. Если кто-то лишился рассудка, упаси Аллах, либо же он потерял сознание на более чем 6 намазов, то есть он, допустим, сегодня потерял сознание, и завтра проснулся, пришел в себя только завтра вечером. Прошло время 6 намазов. В этом случае от этого человека не требуется восполнение пропущенных намазов. Не требуется. Если же пропущены всего лишь 5, либо меньше 5, тогда что? Тогда необходимо восполнить эти пропущенные, но при всем при этом этот человек не считается согрешившим. Не считается согрешившим грех, потому что он потерял сознание. То же самое касается человека, который находился в очень таком слабом состоянии, что даже не мог совершить намаз какими-то небольшими движениями головой. Если, допустим, он находился в таком состоянии более 6 намазов, тоже от него не требуется восполнение этих пропущенных. Если же 5 и меньше, тогда требуется. Следующий учебный вопрос. Про намазы, которые мы с вами... вопрос следующий. То есть намазы, которые восполняются. Мы сказали, что фарды намазы восполняются. Также восполняются ваджибы. Если вы хотите более подробный анализ по поводу, допустим, восполнения витр намаза, ученые об этом писали отдельные статьи. Коротко говоря, есть мнение ученых, которые говорят о том, что витр намаз восполняется. Есть мнение ученых, которые говорят о том, что витр намаз не восполняется. Это зависит от того еще, что одни ученые говорили о том, что витр намаз является ваджибом. Другие сказали, что витр намаз не является ваджибом, а является сунной. Исходя от этого, ученые высказали разные мнения. У нас по ханафитскому мазхабу витр намаз является, мнение Абу Ханифы, является ваджибом. Также мы с вами говорили, не говорили, вот сейчас скажем, о том, что нафиль намазы, сунны намазы не восполняются, кроме утреннего намаза. Кроме 2 сунн утреннего намаза, 2 сунны утреннего намаза восполняются вместе с фардом. Допустим, человек проспал, то есть была весомая, реальная шариатская причина, он проспал, он сильно устал, хотя он завел будильник и просто не проснулся, и он просыпается, солнце уже зашло,
он может что делать? Он волен восполнить 2 сунны и обязан восполнить 2 пропущенных, 2 раката пропущенного утреннего фард намаза. Возвращаясь обратно к нафилям, к суннам, если человек начал совершать сунну намаз, либо нафиль намаз, а потом по какой-то причине он нарушил этот намаз, в этом случае этот намаз из разряда сунна, из разряда нафиль, переходит в разряд ваджиб. Необходимо что делать? Необходимо восполнить. Ибо говорится в Коране, аят, который мы с вами вначале прослушали, «Астаиду билля», «Я юхаллавина аману, ля тубтилю а'малякум», те, которые веровали, не аннулируйте, не теряйте ваши деяния, Аллах говорит. Далее, если же кто-либо восполнит сунну намаз, сунны, которые идут вместе с фардами, это не будет считаться сунной, это будет нафиль. Поэтому человек, в принципе, если пожелает, он может это сделать. Но это не будет считаться сунной, это будет как нафиль. И, иншаллах, человек за это получит вознаграждение. Теперь возникает следующий вопрос учебный. То есть, как возмещать и когда возмещать. Если человек пропустил какой-то намаз по шариатской причине, то есть беспричинно, просто так захотелось, конечно же, ни в коем случае нельзя пропускать. Даже если у нас какие-то дела, нужно постараться каким-то образом все подогнать таким образом, чтобы мы успели то ли вернуться домой, намаз совершить, то ли намаз дома совершить и потом выйти по своим делам, либо где-то найти какое-то промежуточное место, где можно было бы совершить намаз. Так вот, если человек пропустил намаз, он должен его восполнять. Если он пропустил его, будучи путником, когда 4 рака совершают только в 2 раката, они так и возмещаются. Допустим, человек находился в пути, и по какой-то причине он пропустил намаз, допустим, вернулся уже домой, обратно вернулся домой, и как ему возмещать? Ведь он уже дома находится. Так вот, мнение ученых ханафитов заключается в том, что он возмещает так, как пропустил. То есть он пропустил, будучи путником, и возмещает так же, как будто бы путник в 2 раката. Либо же другая картина. Он пропустил, будучи мукаим, будучи не путником, и поехал куда-то, поселился, допустим, в гостинице, в отеле, и у него много времени, он приехал заранее, у него много времени, и он хотел бы возместить пропущенные намазы. Он в пути, он путник. Как ему возмещать? Он возмещает эти намазы так, как он их пропустил. Так, как он их пропустил. Он пропустил их, будучи не путником, значит, возмещает как бы не путник по 4 ракаата. Дальше. И человек может возмещать, восполнять эти пропущенные намазы когда угодно и в любом порядке. В любом порядке. Но есть времена, в которых, мы с вами знаем, есть времена, 3 времени, в которых в том числе восполнение, возмещение пропущенных намазов считаются макрух тахримен, крайне нежелательным, строго порицаемым. Это когда? Это когда солнце восходит и не поднимется на расстояние 1 или 2 копий, то есть после восхода солнца примерно 20-25 минут, 30 минут, в некоторых книгах говорится 40 минут. Это также еще, наверное, зависит от экватора. Второе, когда солнце находится непосредственно в зените, то есть до наступления обеденного намаза. Как только солнце отходит от зенита, наступает обеденный намаз, все, время макрух, порицаемый для совершения намаза, уходит, и спокойно человек может возместить пропущенный намаз. И третье, что? Это все повторение, мы с вами об этом говорили, подробно говорили. И третье время, это когда солнце уже пожелтело, солнце уже садится и пожелтело, и человек в состоянии смотреть, наблюдать за солнцем, и до тех пор, пока солнце полностью не закатится. Вот это время является макрух тахримен, крайне нежелательно, строго порицаемо. И у нас здесь возникает такой правомерный вопрос, порядок возмещения. Я думаю, что, наверное, вы об этом тоже слышали, где-то, возможно, читали. Так вот, нужно ли соблюдать порядок в исполнении, имеется в виду соблюсти порядок пропущенного и настоящего намаза? Так вот, говорится о том, что соблюдение порядка является необходимым. Соблюдение порядка
является необходимым в том случае, когда пропущенных намазов мало. Когда пропущенных намазов мало. Например, человек проспал утренний намаз, допустим, он настолько сильно вчера устал, что он проснулся только к обеденному намазу, наступило время обеденного намаза, что ему делать, как ему быть? Совершит обеденный, нынешний намаз, настоящий намаз, на данный момент называется эде, мы с вами говорили на прошлой встрече, либо же начать именно с пропущенного намаза, с восполнения пропущенного намаза, утреннего намаза. Так вот, порядок в этом случае желательно, необходимо соблюсти. Сначала пропущенный утренний, а потом уже сегодняшний обеденный. Если наступило время аср намаза, тогда утренний, обеденный и потом уже аср намаз. Вот такой порядок. Я думаю, что каждому понятно. Но этот порядок можно не соблюдать в нескольких ситуациях, в нескольких случаях. Первое. Когда пропущенных намазов уже 6 и более. 6 и более. И человек, допустим, не обязательно здесь, чтобы было пропущено по причине. Ну, допустим, человек плохо себя чувствовал. Ну, разные люди есть. Некоторые плохо себя чувствуют. Они говорят, ну, намаз не буду читать уж, наверное. Вот, ну, человек, допустим, это его, не то что его право, это его выбор. Он за это будет нести ответственность. Конечно, он в данном случае не имеет права пропускать этот намаз, потому что ему чуть-чуть плохо стало. Ну, допустим, он пропустил 6 намазов. 6 намазов. В этом случае он может не соблюдать порядок восполнения. То есть он будет восполнять, когда пожелает. Допустим, если у него 6 намазов набралось, он, допустим, сегодня все уже хорошо себя чувствует. Но я повторюсь, плохо себя чувствует, это еще не причина оставлять намаз. Он себя сегодня хорошо чувствует, и он говорит, давай-ка я буду рядом с каждым намазом буду возмещать пропущенный намаз. Утренний с утренний, обеденный с обеденным, послеобеденный и так далее, и так далее. Вот, это первый момент. Второе, можно не соблюдать порядок тогда, когда для совершения нынешнего намаза, настоящего намаза остается совсем мало времени. То есть, например, время обеденного намаза уже истекает, уже выходит, остается, допустим, 10 минут, 5 минут, а этот человек еще не совершил свой пропущенный утренний намаз. Если он в данный момент будет заниматься утренним намазом, он также пропустит еще и обеденный намаз. В этом случае что? В этом случае он не будет восполнять в данный момент утренний намаз, пропущенный, а совершит настоящий нынешний обеденный намаз. А после этого что сделает? А после этого совершит свой пропущенный утренний намаз. Это второй случай. Третий случай. Человек просто забыл. Человек просто забыл. В этом случае что? В этом случае заново перечитывать нынешний намаз не надо. Он забыл. Таким образом, что получается? То есть, когда порядок не соблюдается, человек что делает? Человек уже не привязывается к этому порядку, и он восполняет свои пропущенные намазы, как пожелает и когда пожелает. Теперь следующий учебный вопрос. Восполнение пропущенных многочисленных намазов. Вот здесь возникает такой интересный вопрос. Некоторые люди задают вопрос. Пропущенные намазы, которые человек не совершал в течение 10 лет, 20 лет до прихода в ислам. Но до прихода в ислам, в принципе, уже отвечает на вопрос. То есть эти намазы нужно восполнять или нет? Ответ следующий. Если человек был не мусульманином, если человек был этнически не мусульманином, он, допустим, был православным, иудеем или кем-то еще, или вообще он никакой религии себя не относил, считал себя атеистом, и в один прекрасный день Аллах раскрыл его сердце, и он принял ислам, в этом случае те намазы, которые с момента его созревания, полового созревания, он не обязан восполнять, потому что он только что принял ислам, и он не обязан восполнять. Что касается человека, который был этнически мусульманином и считал себя мусульманином, к примеру, он 2 раза, ну какие приметы? Он 2 раза ходил в мечеть, он совершал, допустим, дуа вместе со всеми остальными, может самостоятельно совершал дуа, может перед сном он молился Аллаху, имеется в виду дуа делал, мольбу совершал, он садака раздавал и участвовал в других каких-то исламских мероприятиях. В этом случае что? То есть он этнически принадлежит к исламу.
И он также себя к исламу, к мусульманам и приписывал. И вот он, допустим, достиг половой зрелости в 13 лет, в 15 лет, в данный момент ему 30 лет, или может даже 40 лет. Что он должен делать? Восполнять или нет? Да, он должен восполнять. По крайней мере, стараться восполнять. Стараться восполнять. Каким образом? Каким образом? То есть, вот как раз следующий вопрос. То есть, как же восполнять многочисленные пропущенные намазы? Первый момент. Ему нужно выстроить свой график. Он может что сделать? Он рядом с нынешним намазом, с каждым нынешним намазом, может совершать пропущенный один намаз. Наступило время утреннего намаза или до утреннего намаза. Он пораньше встал, совершил пропущенные 2 фарда, а потом сегодняшний намаз. 2 сунны, 2 фарда. Обеденный то же самое, послеобеденный то же самое и так далее. Это первый момент. Второй момент. Намерение. Каким же образом делать намерение? Каким же образом вознамериться восполнить пропущенный намаз? Здесь у нас выбор, в принципе, очень такой простой. Ответ очень простой. Человек, который возмещает многочисленные пропущенные намазы, он намеревается восполнить либо последний пропущенный, либо первый пропущенный. Ну, допустим, он в данный момент встал, он хочет восполнить пропущенный обеденный намаз. Он для себя внутри решает, что решает? Я намереваюсь совершить последний пропущенный обеденный намаз. Либо первый пропущенный обеденный намаз. Разницы, в принципе, здесь никакой нет. Но он должен пойти вот так, по порядку. То есть, допустим, начал с последнего, так и идет. Или начал с первого, так и идет к последнему. Это второй момент. Третий момент. Если сунны раватиб, которые идут вместе с фардами, скажем так, ему мешают, препятствуют ему восполнять пропущенные намазы, в этом случае что? Предпочтение отдается восполнению пропущенных. То есть наступило время обеденного намаза, у нас 4 сунны, 4 фарда и потом еще 2 сунны. Что он делает? Вместо этих 4 сунн он может восполнить пропущенный последний или первый обеденный намаз. Фард. То же самое, например, наступило последние 2 сунны. Он вместо этих 2 сунн может восполнить утренние намазы. Перед аср намазом он может восполнить пропущенные 4 раката аср намаза. Первый пропущенный или последний пропущенный. И таким образом каждому намазу привязать, каждому нынешнему своевременному намазу он может привязать пропущенный, восполнение пропущенного. Или человек, например, просыпается ночью для тахаджуд намаза, даже в этом случае, что ему предпочтительно восполнять пропущенные. У него было намерение стать на тахаджуд намаз свыше 4 раката. Что он сделал? Он взял и совершил, допустим, первый пропущенный или последний пропущенный 4 раката аср намаза, ночного намаза, обеденного намаза и так далее, и так далее. Вот таким вот образом. Либо, допустим, человек зашел в мечеть, есть молитва приветствия в мечети, он вместо этой сунны, вместо этой нафиль намаза может что сделать? Восполнить пропущенный утренний намаз. И каждый из нас, в зависимости от загруженности, в зависимости от предпочтений, пусть что сделает? Пусть составит некий такой, распишет некий такой график. Но в то же время он все-таки, пусть хотя бы периодически постарается совершать и сунны намазы. То есть целиком оторвать себя, отрезать себя от сунны намаза все-таки не стоит. Следующая у нас глава это ас-салавату сунан ва навафиль. То есть сунны намазы и нафиль намазы. Значит, что касается нафиль, нафиль означает нечто дополнительное, увеличение, добавка. То есть нафиль это в принципе все необязательные намазы. Нафиль это в принципе все необязательные намазы, которые человек, мусульманин, может совершать с целью приблизиться к Аллаху Всевышнему. В то же время сунны также входят в нафиль. Но все-таки нафиль и сунны, если мы с вами будем сравнивать, сунны все-таки они сильнее и более вознаграждаемые, чем остальные нафиль намазы. Так вот, будем рассматривать нафиль намазы. Нафиль намаз является
как бы, еще говорят, мандуб, то есть желательно, чтобы каждый мусульманин также приобщился совершать дополнительные намазы, нафиль намазы. Почему? Да, он не обязывает себя к этому, но при этом старается не упустить, потому что он за это будет получать вознаграждение. Но если же он не будет совершать эти нафиль намазы, никакого порицания в его адрес в принципе не может быть. Может быть только что, только насихат, только наставление. Допустим, брат мой, вот у нас есть такой нафиль намаз, вот такой нафиль намаз, давайте вместе совершать. Давай будем стараться больше намазов совершать, больше делать саджды Аллаху, нашему Творцу. То есть таким образом наставление можно сделать. Но упрекать, почему же ты пропускаешь, мы не можем. И никто не может. Кроме сунны раватиб. Сунны раватиб, раватибу, это те сунны, которые идут вместе с фардами. Эти сунны муаккеда называются. Если кто-то привык оставлять эти сунны преднамеренно, без причины, все-таки он заслуживает некого упрека, некого порицания. Не категоричного, конечно, но такого небольшого порицания. В то же время, если человек будет совершать нафиль намазы, то есть человек совершает 5 фардов, с этими фардами он совершает сунны раватиб. И ему еще желательно также что делать по мере своей загруженности, по мере возможности, в зависимости также еще от времени года, от сезона года. Почему от сезона года? Допустим, человек просыпается рано утром, в 6 часов, направляется на работу. Летом он спокойно может совершить духа намаз. Да, зимой не получится. Зимой в 6 часов, допустим, в московском поясе у нас наступает только утренний намаз. Вот, поэтому в зависимости от времени года, в зависимости от загруженности, в зависимости от этих факторов, ему желательно все-таки приобщиться к нафиль намазам, к дополнительным намазам. Почему? Потому что нафиль намазы имеют огромное благо. Первое это что? Нафиль намазы становятся причиной, дополнительной причиной любви Аллаха, снискания любви Аллаха. И передается в хадисе Кудси, Аллах Святой Велик говорит: «Вама такарраба илайя абди бишейин ахабба илай мимма фтаратуху алей». Самые любимые мной, Аллах про себя говорит, самые любимые Аллахом деяния, которые человек, совершая стремление приблизиться к Аллаху, это фарды, восполнение фарды. А дальше что? «Валя язалю абди ятакаррабу илай бин навафиль хатта ухиббаху». И Аллах говорит: мой раб не перестает ко мне приближаться посредством дополнительного до тех пор, пока я его не полюблю. Поэтому нафиль намаза это причина, дополнительная причина снискания любви Аллаха. Это раз. Второе, это причина прощения прегрешений и возвышения человека по степеням. Передается в хадисе, посланник Аллаха Мухаммад алейхи салату вассалям обращается к одному из своих сподвижников: алейка бикафрати суджуд. Тебе необходимо делать многочисленные саджды, земные поклоны, имеется в виду намазы. فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِلَّهِ سَجْدَةً إِلَّا رَفَعَكَ بِهَا دَرَجَةً. Ибо каждый раз, когда ты совершаешь саджду, земной поклон Аллаху Всевышнему, Аллах этим садждой возвышает тебя на уровень. وَحَتَّ بِهَا عَنْكَ خَطِئَةً. И посредством этого прощает тебе один грех, одно прегрешение. Это вторая причина. Третья причина, что нафиль намаза является дополнением, добавлением, доведением до совершенства фард намаза в день суда. Передается в хадисе: «Инна ауаля ма юхасабу л'абду бихи яум аль-кияма мин амалихи салатуху». То есть самое первое, что за что у человека потребует отчет в день суда, это его намаз. Фаин салихат факад афляха ва анджаха. Если же с его намазами все хорошо, то он преуспел. Ва ин фасадат. Если же отчет будет, то есть неуспешным, скажем так, факад хаба ва хасира. Человек потерпит убыток. Ва инин такаса мин фаридатихи шей'ан. Если же будут какие-то упущения, будут какие-то минусы у него у фардов, фард действий, в данном случае намазы, каля раббу табарака ва та'аля лиль малаика. Аллах, Господь, Святой Велик, скажет ангелам: унзуру халли абди мин татау'ин. Посмотрите, может быть, у моего раба имеются дополнительные намазы.
فَيُكْمَلُ بِهَا مَنْ تَقَسَ مِنَ الْفَرِيضَ. И посредством этих дополнительных заполнится, доведется до совершенства фарды. Вот, поэтому давайте стараться, что делать? Стараться совершать дополнительные нафиль намазы. Следующий учебный вопрос. Суннану аксамуха. Сунны и ее разделы. Или же виды, более правильно. Сунны намаза и виды сунн намазов. Значит, сунны намазы делятся, во-первых, сунны, которые пришли от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, делятся на две категории. Сунны раватиб, то есть сунны, которые идут каждый день вместе с фардами, и сунны гайру раватиб, и сунны, которые не являются таковыми. Значит, сунны раватиб — это те сунны, которые пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, совершал рядом с фардами, до фарда, либо же после фарда. И эти сунны раватиб в то же время делятся на две категории. Сунна муаккада и сунна гайру муаккада. Как бы утвержденная сунна, подтвержденная сунна, либо же обязательно на уровне сунны. Некоторые так тоже переводят. Ва сунна гайру муаккада, и не обязательно на уровне сунны, то есть те сунны, которые не утверждены так, как утверждены сунна муаккада. Сейчас объясню. Значит, сунна муаккада, утвержденные сунны, обязательно на уровне сунны, это что? Это как раз те намазы, которые пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, и на сегодняшние мусульмане совершают рядом с фардами. Это 2 раката до утреннего намаза, это 4 раката до фард обеденного намаза и 2 раката после совершения обеденного намаза. 2 раката после магриб намаза, вечернего намаза, и 2 раката после фарда ночного намаза. Все они являются сунна муаккада. То есть пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, практически всегда их совершал, оставлял за редким исключением, давая понять мусульманам, что это не является фардом, а является сунной. Поэтому мы, следуя наставлениям, следуя примеру пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, стараемся, что делать? Стараемся вот таким образом также постоянно их совершать, оставляя за редким исключением. Сунна гайру муаккада, сунны, которые не достигли вот этого уровня, то есть пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, совершал их периодически. Периодически совершал, периодически оставлял. Это что? Это еще 2 ракаата сунны намаза после совершения сунны обеденного намаза. Это 4 ракаата до фарда аср намаза, после обеденного намаза. И 4 ракаата до фарда ночного намаза. Вот они являются какими? Они являются гайру муаккада. То есть это сунна, это желательно, но не столь категорично желательно. Поэтому мы можем совершать, можем их не совершать, можно совершить их раз в неделю, 2 раза в неделю, 3 раза в неделю. То есть кто как пожелает, так и делает. Дальше. Сунны гайру раватиб, сунны, которые не являются ратибами, то есть которые не следуют рядом с фардами. Среди них есть тоже те, которые муаккада, и те, которые гайру муаккада. Давайте о них сейчас поговорим. Первый — это саляту таравих. Саляту таравих — это намаз таравих, который совершается в месяц Рамадан. Это сунна муаккада, утвержденная пророком Мухаммадом, алейхиссалату вассалям, и она утвержденная как для мужчин, так и для женщин. И также этот намаз называют кияму Рамадан, выстаивание ночей Рамадана. Почему? Потому что выстаивается ночью после совершения ночного намаза и совершается именно в Рамадан. Передается в хадисе: «Ман кама Рамадана имана вахтисаба, гуфира лаху ма тақаддама мин дамбихи». Кто выстаивает Рамадан, имеется в виду эти ночные намазы таравих, тому простятся предыдущие грехи. Кто выстаивает месяц Рамадан с верой и надеждой, простятся ему предыдущие грехи. И этот таравих намаз совершается в 20 ракаатов. По мнению некоторых ученых, совершается 8 ракаатов. Даже если человек совершит меньше 20 ракаатов, иншаллах, это будет сунной, это будет также следование пути пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И можно совершать в мечети, можно совершать дома. Совершение коллективно предпочтительно и более вознаграждаемо. Если человек в месяц Рамадан особенно любит посещать мечеть, таравих намаз, это, конечно же, прекрасно, пусть Аллах примет, но в то же время,
ему желательно также дома периодически совершать этот намаз, следуя примеру пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, и также будучи имамом для своей супруги, для своих детей, допустим, для родителей и так далее. Дальше идем. Про таравих намаз мы с вами сказали. Время таравих намаза это после совершения ночного намаза. После ночного намаза. Подчеркивается, можно после совершения ночного намаза и до совершения витр намаза. Но после совершения витр намаза также можно что сделать? Также можно совершать таравих намаз. Например, в некоторых мечетях таравих намаз совершается 8 ракатов, а потом коллективно совершается витр намаз. Мы спокойно стали, вместе совершили с имамом, вместе с джамаатом совершили витр намаз, вернулись домой, и что сделали? И продолжили совершать кияму Рамадан, выстаивать ночь Рамадана, самостоятельно, вместе с детьми, вместе с женой, вместе с родителями и так далее. Далее, саляту духа, молитва духа. Духа это время, скажем так, позднее утро, ранний обед. А именно время этого намаза наступает спустя 20, 30, 40 минут после восхода солнца и длится до зенита. Совершается, можно совершить, самое меньшее это 2 раката, среднее это 4 раката и самое большее это 8 ракатов. Это вот саляту духа. И передается в хадисе о том, что 2 раката молитвы духа являются благодарностью Аллаху за наши сочленения. На этом у нас на сегодня все. Но с нафиль намазом мы еще не завершили. Поэтому на следующем уроке, на следующей встрече мы продолжим разговор и речь про дополнительные намазы. Просим Аллаха, чтобы Аллах направил нас к совершению дополнительных добрых деяний и в виде дополнительного намаза, и в виде дополнительных постов, и зикра, и чтения Корана. Амин. Джазакум Аллаху хайран, субханакал ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.